Это новости экономики, в студии Иван Лазаренко. Бизнесмены предложили построить СИЗО для самих себя. На таком предложении столичного бизнес-сообщества рассказала уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева. Таким образом, в Москве могут появиться первые частные следственные изоляторы, в которых будут содержать граждан, обвиняемых по предпринимательским статьям. Причиной для такой инициативы стали сложные условия пребывания в СИЗО, на которые пожаловались предприниматели. Их беспокоит питание, медицинское обслуживание, санитарные условия и другие вопросы. Не исключается, что в частных СИЗО можно содержать всех, кто обвиняется в ненасильственных преступлениях. В противном случае общество будет воспринимать такие учреждения негативно, как удобную гостиницу для богатых. В ходе последней прямой линии президент России Владимир Путин признал, что российских бизнесменов необоснованно часто отправляют в СИЗО и предложил судьям подумать об избрании другой меры пресечения. Глава государства напомнил, что существует подписка о невыезде, домашний арест и залог. Правительство дало положительный отзыв на законопроект о создании общероссийской системы интернет-трансляции телеканалов первого и второго мультиплекса. В ближайшее время поправки рассмотрит Думский комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи. Если закон будет принят, это позволит создать единую технологическую платформу для доставки телевизионного сигнала с использованием новейших сетевых технологий, что позволит существенно улучшить качество телевизионных трансляций. Планируется, что централизованное управление контентом рекламных пауз позволит оградить граждан от противоправной рекламы и незаконных эфирных врезок. Необходимость систематизировать трансляцию российских телеканалов в интернете назрела в связи с увеличением их интернет-аудитории. В этом году принят новый закон о компенсационном лесовосстановлении, который обязывает восстанавливать лес не только при заготовке древесины, но и при строительстве дорог, трубопроводов или линий электропередачи, а также освоении земель. Для этих целей в Якутии в следующем году будет создан промышленный лесной питомник. С помощью питомника крупные промышленные компании начнут за свой счет восстанавливать леса. Если они осваивают земли и рубят зеленое богатство, то по закону должны обязательно провести рекультивацию. Сейчас Якутская государственная сельхозакадемия ведет работу по составлению соглашений с такими компаниями. Отмечается, что намного лучше, когда лес восстанавливается самостоятельно. В ЕГСХ отметили, что данный процесс идет намного медленнее, поэтому, вооружившись научными знаниями и производством, Якутия должна заниматься восстановлением леса в промышленных масштабах. 9-я межрегиональная специализированная выставка «Саха-Промэкспо 2019. Недра Якутии. Спецтехника, экология, газификация» пройдет в столице республики. Это ежегодное мероприятие собирает под одной крышей ведущие предприятия промышленности и связи. Выставка будет интересна профессионалам отрасли, студентам профильных учебных учреждений, горожанам и гостям столицы. Каждый найдет для себя много полезной информации и может из первых уст узнать и увидеть новинки отрасли, новые материалы и оборудование. В эти минуты проходит пресс-конференция участников выставки, где находится мой коллега Сергей Михедов, и он сейчас на прямой связи с нашей студией. Сергей, я тебя приветствую. Расскажи, что это за выставка и что на ней будет представлено, где она будет проходить и когда желающие смогут ее посетить. Да, Иван, привет. Прямо сейчас мы находимся в Республиканском медиа-центре. И здесь буквально несколько минут назад завершилась пресс-конференция, где организаторы выставки «Саха-Промэкспо 2019» рассказали об особенностях этого мероприятия. Ну что ж, хочу сразу отметить, что эта выставка будет посвящена 95-летнему юбилею золотодобывающей промышленности Якутии. В этом году к нам в столицу нашего региона приедут представители из 17 регионов нашей страны, и более 50 организаций примут участие в этой выставке. И прямо сейчас к нашему разговору присоединяется Владимир Членов, президент торгово-промышленной палаты. Владимир Михайлович, расскажите, пожалуйста, об особенностях выставки «Саха-Промэкспо» этого года. Ну, особенности вы уже назвали. Это прекрасный такой юбилей, 95 лет. Мы добыли более 2500 тонн золота за все это время. Вот. И наше золото продолжает быть востребованным, и рост этого производства у нас растет. А этому будет посвящена отдельная конференция, где мы обсудим все вопросы, и как успехи, так и проблемы, которые существуют сегодня в технологиях, привлечении дополнительных ресурсов, оформлении документов и многое другое. Но это одна тема. Ну, мы проводим Саха-Промэкспо. Дело в том, что если мы с вами вот
не зная нашу республику, зайдем в любую энциклопедию, Википедию, то мы узнаем, что Республика Саха-Якутия – это горно-добывающая республика, то есть промышленная республика. И поэтому, естественно, на этой выставке будет показано все, что республика и богата. У нас и уголь, и нефть, и газ, и сурьма. Я не буду перечислять те богатства, которые уже извлекаются из наших недр и становятся нашим достоянием. И вот на этой выставке будут показаны определенные наши успехи. И главное, что те, кто к нам приедет, они покажут новые технологии, новые способы разработки наших месторождений. Дело в том, что в ходе самой выставки будет очень много презентаций этих компаний. Ну, допустим, одна из них, у нас ведь формируется новая отрасль промышленности, судостроительная, и к нам прилетает 5 крупных бизнес-компаний из Нижнего Новгорода, судостроительные. Это будет отдельный пласт наших обсуждений, работы и подписания документов вместе с Жатайским судостроительным заводом. Это одно направление. Теперь любое месторождение находится далеко от города Якутска и от других центров. И поэтому доступность транспортная, прежде всего, это одна из главных проблем. И к нам прилетают новые совершенно компании, в том числе «Крылья Арктики» из Самары, которые нам будут демонстрировать новые совершенно виды самолетов на поплавках, амфибии. Кроме того, с Владивостока именно то, что мы ждем давно уже, и кранопланы, аэросани, это все для отраслей промышленности. Ну и другое, ведь все это нужно увязать в один какой-то общий, как бы сказать, смысл доступности, будет логистика рассмотрена. Ну что еще? Ведь в промышленности очень много аспектов. Значит, это и охрана труда, это прежде всего, экология. И все это будет рассмотрено. И я бы хотел вот привлечь внимание к этой выставке. Еще раз повторяю, тех, кому предстоит в будущем осваивать наши несменные территории, наше богатство. Конечно, это студенты, это те преподаватели, которые пытаются рассказать, показать. Так придите, лучше один раз увидеть и потом оценить свои возможности и внедрять эти технологии в жизнь наших промышленных предприятий. Ну и еще один такой маленький момент, да, который я хотел бы усугубить, да и всех жителей республики, особенно тех, кто имеет дело к бизнесу, там малый, средний бизнес, крупный. Вы знаете, в последнее время Владимир Владимирович Путин, да и то наше все общество обеспокоено вот этой коррупцией. Коррупцией, да? Мы хотим провести в эти дни такую акцию патриотическую «Барометр коррупции», где нужно проголосовать, поставить свои лайки по вопросам, которые мы будем вам предъявлять. И мы должны оценить все-таки, насколько наше общество готово к тому, чтобы достичь нулевой толерантности, мы говорим. Надо каким-то образом это зло у нас выкорчевывать из нашей жизни. Это тоже будет один из аспектов работы. Ну, это так сказать. Ну, вот такие примерно вопросы и еще многие мы рассмотрим в ходе работы нашей выставки. Приглашаю всех, не пожалеете. Владимир Михайлович, спасибо большое за исчерпывающий комментарий. Ну, а я от себя еще добавлю, что выставка открывается завтра. Она у нас пройдет в спорткомплексе 50 лет Победы. Завтра она откроется, а закроется уже послезавтра. Поэтому рекомендую всем нашим зрителям непременно ее посетить. Иван? Сергей, я тебя благодарю. Напомню, на прямой связи с нашей студией был корреспондент Сергей Михедов. И к другим темам. За 9 месяцев текущего года Дальневосточным главным управлением Банка России на финансовом рынке Якутии было выявлено 17 субъектов с признаками нелегальной деятельности. Основную часть составляют так называемые черные кредиторы, это 15 компаний. По количеству выявленных нелегальных кредиторов Якутия и Хабаровский край занимают второе место на Дальнем Востоке после Приморского края. В большинстве случаев лжекредиторы маскировались под микрофинансовые организации, которые либо никогда не состояли в государственном реестре, либо были исключены из него, но продолжали свою деятельность уже незаконно. Они вводили людей в заблуждение, неправомерно используя в своем наименовании словосочетание «микрофинансовая компания» или «микрокредитная компания», что является грубым нарушением законодательства. Информацию о мошенниках Дальневосточное главное управление Банка России передало в правоохранительные органы. Также в республике была выявлена одна организация с признаками финансовой пирамиды и один нелегальный брокер. Чтобы не стать жертвой мошенников при обращении в финансовую организацию, нужно убедиться в наличии у нее необходимого разрешения, лицензии на предоставление конкретного вида финансовой услуги. Это можно сделать на сайте Банка России, в справочнике по кредитным организациям или в справочнике по участникам финансового рынка. Это непременные и обязательные условия при обращении практически в любую финансовую организацию, кроме, может быть, самых известных.
На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.